Жители Москвы познакомились с лесным духом из Коми. В библиотеке иностранной литературы накануне презентовали краеведческие книжные новинки, выпущенные к вековому юбилею республики. Гости смогли узнать о традициях и истории Коми через страницы научно-популярных очерков из сборника сказок и рассказов. Какие книги оказались в центре внимания читателей, расскажет Наталья Юрина. Презентация книжных новинок началась с подписания соглашения. Благодаря совместной работе двух библиотек иностранной литературы и республиканской национальной появится новый международный проект «Святыни неразделенного христианства». Создадут новые маршруты с посещением храмов, часовен и монастырей, названных в честь святых христианской церкви. То, что мы сегодня здесь, это как раз есть начало вот этого взаимодействия, поэтому добро пожаловать на площадку библиотеки иностранной литературы. Мы всегда будем рады видеть авторов, писателей, художников, которые могли бы рассказать о прекрасной республике Коми. Знакомство с краеведческими книгами, изданных в республике в Москве, это продолжение череды мероприятий, посвященных столетию Коми. Сегодняшнее мероприятие – это еще одно звено в том богатом ожерелье праздничных мероприятий. Это еще одно признание в любви нашей с вами Родине. Как известно, лучший подарок – это книга. Книги, которые мы сегодня презентуем, это подарок самой республике, всем ее жителям, все те, кто в ней живет и живет за ее пределами, кто любит ее и интересуется ее историей и ее культурой. Первая и по объему, и по наполнению книга «Историко-культурное достояние Республики Коми». Научно-популярные очерки. Над увесистым томом работало полсотни авторов. Написать и издать «Достояние Республики» удалось за полгода. Культура Республики Коми настолько богата и разнообразна, что, к сожалению, мы даже в этот том не смогли вместить все данные, которые у нас были. Поэтому уже сейчас наши ученые готовятся к двухтомное издание. «Сказки северных ветров» – не менее яркое и увлекательное издание известной легенды Коми. Авторы сборника интерпретировали в новую современную форму. Немного изменили сюжет, а мрачные концовки убрали. В противостоянии добра и зла победу отдали добродетели. Эту книгу презентуют как книгу для детей, но я хотела бы сказать, что все-таки эта книга для широкого круга читателей, для семейного чтения и вообще для всех, кто интересуется историей нашей республики и не только. Потому что действительно очень интересно окунуться в этот мир мифов, преданий. Московский читатель оценил еще одну новую книгу из Коми. Свет увидела продолжение истории о лесном духе Дуде. Написанная на основе коми-удырского фольклора, книга погружает в таинственный мир Пармы, мир сказок и легенд, рассказанных в детстве автору бабушками. Завершилась встреча дегустацией морожкового варенья. Наталья Юрина, телеканал Юрган.